Друзья, в первую очередь я хотел бы поблагодарить Микаила Костоева и его друзей за приглашение в столицу Франции, Париж, за проявленное гостеприимство, за то, что следил здесь за моей безопасностью, так сказать, не голодным, не там, чтобы я какие-то испытывал трудности, ты, так сказать, заботился о моем здесь присутствии. Еще раз большое баркал тебе. И в этом видео я бы хотел с тобой порассуждать на тему ассоциации Галга и Глигви. Ты являешься, как я уже понял, руководителем этой ассоциации. Конечно, много есть плюсов, потому что ты стараешься вместе с ингушами, да, которые тебя окружают, и входят в эту ассоциацию, сохранять ингушскую культуру, традиции, обычаи. И также детям все это передавать, да, у вас здесь много детей. О плюсах, понятно, мы в конце поговорим. Мне интересно поговорить все-таки о трудностях, с которыми сталкивается ваша здесь ассоциация. Вот ты как руководитель этой ассоциации, я бы хотел тебя послушать о том, да, что, возможно, тебе нужно для этой ассоциации здесь, во Франции. Потому что, насколько мне стало известно, я здесь за почти неделю пребывания узнал, что все только у всех на бумаге. Но, например, в отличие как от той же Турции или наших республик Дагестана, у вас нет места, культурного центра, куда бы, например, ингуши, которые приезжают сюда, могли бы обратиться. Потому что мы живем в очень такие сложные времена, очень много в религии, особенно в исламе, радикальных течений, и ваших могут, так сказать, которые приезжают сюда, они попадают не в ту, да, под влияние, типа под видом ассоциации, да, плохих людей, и потом мы узнаем из новостей, да, то, что узнаем. Я не хочу это озвучивать. И вот чтобы такого не было, я считаю, должен быть, да, вот отдельный ингушский культурный центр, ингушская ассоциация, как вот у тебя есть уже юридический адрес, у тебя есть, да, Галга Глигви, чтобы вашим людям было куда обратиться, прежде чем двигаться, например, здесь. Многие потому что приезжают на заработки. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, какие трудности испытывает ассоциация? Спасибо, Артем, за теплые слова. Вот такое мы даже не думали, что мы чем-то тебя там удивили или что-то сделали. Но раз такие теплые слова, то уже заранее спасибо. Да, я создатель ассоциации Галга Глигви с малой такой командой, которые мне помогали в этом. Ассоциация буквально, как бы сказать, создана, как сказать, из пыли, потому что изначально ничего не было, только вот слова. И, естественно, многие даже, видя сегодняшние результаты, даже удивляются. Говорили, что тогда, когда я на словах мы все это озвучивали, когда обсуждали, думали, что этого никогда не будет. Но сегодня, да, старанием, во-первых, благодаря создателю, есть какие-то результаты, которые мы добиваемся каждый раз улучшать. Но да, есть большие трудности в том, что, насколько я знаю, на сегодняшний день только до бумага есть культурный центр ингушей во Франции. Не то, что в Париже, а даже во Франции. Я, по крайней мере, по сей день не знаю, что есть ли где-то культурный центр. Вот так, чтобы я мог приехать, например. Нету такого культурного центра, который ты мог бы вот пойти, обратиться в офис, вот, если сказать, здание. Или на выставку офиса. Туда прийти, да? На выставку, например, мы через администрацию заказываем зал. Раньше это было 2 месяца в начале, сейчас уже чуть увеличивается, потому что тоже другие ассоциации свои действия проводят, других национальностей. И, естественно, нам приходится за 2,5 или за 3 месяца просить зал на определенные часы, на такую-то дату. И мы ждем. Вот приходится ждать еще там месяц с лишним, чтобы получить ответ, будет ли этот зал или нет. Поэтому мы в буквальном смысле зависим от администрации города. К счастью, бывает, что мы часто получаем ответы, вот как мы хотим, как вот запланировано. Но иногда они меняют дату или меняют часы. Например, если мы запрашиваем зал для подготовки с 10 часов до 20 часов, учитывая то время там 3 часа на подготовку и 3 часа после мероприятия, чтобы убрать за собой, почистить зал и сдать его как надо, иногда бывает, что нам зал дают только с 12 часов до 6 часов. И вот нам приходится вот в это время укладываться. К сожалению, то, что нету команды, активной команды, которая устанавливает, потом убирает все эти вещи, и в основном приходится с детьми работать.
несколько детей, своих сыновей тоже подключаю к этому делу. Хотят, не хотят, тут тоже вопроса нету, должны. Вот это у нас проблема. С видеоаппаратурой, естественно, у нас тоже проблема, поэтому приходится обращаться к активисту, который на своем оборудовании для нужд ассоциации приезжает в этот день, который, кстати, даже не хочет вступать в ассоциацию. Он сидит за кадром. Да, Его зовут Магомед. Не хочет вступать в ассоциацию, потому что говорит, что он как бы остерегается, не знает, что будет дальше. Поэтому он как бы стоит в стороне, но вот благодаря его аппаратуре, личной аппаратуре, мы снимаем наши видеоматериалы, которые мы потом выкладываем в соцсети для того, чтобы люди больше видели и больше знали. Да, об ассоциации. Да, и вот учитывая то, что у нас есть еще другие проблемы, вначале даже вот были проблемы, некоторые наши земляки, зная, как вот это, проходить вот этот путь, просить зал, там, например, в администрации, ходить куда-то. Когда мы вот брали номер, звонили, интересовались, как это сделать, люди говорили, вот, кто вы такие, вам просто так никто ничего не сделает, у вас же ничего нету. Да, действительно, ничего нету. Да, смотри. Но вот хотя бы дать информацию, это же уже что-то есть. Твой друг, да, его зовут Магомед, но он не ингуш, сразу хочу сказать, и не чеченец. Он вообще представитель другой страны. Азербайджанец. Да, азербайджанец, но он француз, у него гражданство Франции, хорошо знает русский язык, но суть не в этом. Суть в том, что он мне рассказал по секрету. Поэтому Микаил может быть немножко в шоке, может быть ему это сейчас не понравится, но это правда, что когда у вас проходят мероприятия, например, посвященные тем или иным событиям трагичным, это 1944 год, это 1992 год, ты на свои деньги покупаешь продукты питания, например, мясо, чтобы сделать, дулкалтын, там, угостить людей, которые приходят, что тебя никто не поддерживает. То есть он заявил так. Но частично это правда, как бы сказать, да, большую часть я выкладываю, но я делаю то, что я считаю, то, что я должен сделать, как бы поддержать и провести это мероприятие. Но я хочу также сказать, что есть в последнее время чуть больше появилось люди, даже, к сожалению, больше женщины, которые делают разовые взносы на мероприятия. Кто 50, кто сотку, кто как. Некоторые женщины сами готовят дома, приносят еду, ставят на стол. И все деньги, которые они дают вот, в ассоциацию, мы там, есть у нас свой счет ассоциации, вот как бы открыли чисто вот для ассоциации. Или ставим ящики, или люди приходят, наличку отдают. Есть такие, которые поддерживают. Но, естественно, те расходы, которые мы тратим, естественно, мы их не восстанавливаем. Как бы людей тоже надо понимать, потому что мы не принуждаем, мы не делаем ставку, что вот каждый, кто приходит, должен это делать. Мы это оставляем на совести людей. Кто сколько может, кто сколько хочет. Те, которые хотят поддержать, естественно, они приносят свою копейку, вклад делают. Но есть, которые просто приходят, да еще самое обидное даже не то, что они не дают. Обидно бывает то, что когда за спиной говорят, что этих людей собирают чисто для денег, чтобы я собрал свои деньги. Но я как-то предлагал своим, я сказал, вот давайте мероприятие пройдет, чтобы вы поняли, что как происходит. Мы просто соберемся несколько человек, я перед вами открою ящик, показать вам, что там, сколько накопилось. И на что потом будут потрачены деньги. Да, вот и давай, потом, чтобы они видели. я тебя здесь остановлю. Для чего? Я на столе вижу у тебя здесь, получается, два, да, здесь или там два логотипа, два флага, логотипа как бы ассоциации, и одна картина. Да, самое элементарное. Это стоит тоже денег. Во Франции это тоже не маленькие денег, потому что это печать, это не просто печать, это ткань, это как флаг получается. Да. Вот куда уходят деньги, то есть самые элементарные такие мелочи. Сейчас Микаил покажет, как выглядит. Мы просто смотрели, он их сам не видел, вот, прежде чем обедать. Изначально у нас была в ассоциации был свой логотип, который мы создали. Согласно уставу ассоциации, логотипом занимался тот же Магомед, который помогал мне. И за основу мы взяли герб Республики Ингушетии. Но когда мы его уже опубликовали, уже выставили, объявили и показали, потом уже со временем мы узнали, что ассоциация не имеет права по закону использовать, даже мы находясь в другой стране, они могут через консульство, если такие найдутся, пожаловаться, что мы за основу взяли герб республики. Мы не имеем права символику республики использовать, к сожалению. И после этого, когда мы, учитывая то, что ассоциация является культурной, захотели сохранить
знаки ассоциации, как бы сказать. Да, очень красиво, кстати. Сделали Ингушетия, Это, я знаю, башня. Магомед сделал. Да, он это уже Магомед рассказал. создал. Башня, символ Ингушетии, орел, танцеваль. Магомед Ингуш Миржоев. Магомед Миржоев, Лос Миржоев. Главное было показать, что это Ингушетия, и Кёрды Кавказа – это сердце Кавказа. Да. Потому что Ингушетия является. А внизу написано «Центр культурный и гуманитарный Ингушетии». Это культурно-гуманитарный центр Ингушей во Франции. Вот. Очень красиво. Мы его только получили, сегодня, можно сказать, утром только получили. И, естественно, на днях будет уже официальная публикация в соцсетях. Вот такая Ну, вещь. вот, очень хорошо. То есть даже вот такие мелочи, да, все равно, ну, Да, эти мелочи, нужна но они просто поддержка. тоже занимают время. И, естественно, Но самое- поддержка всегда нужна. да, но То есть- самое главное, на мой взгляд, здесь нужно создавать, сам культурный центр. Не обязательно в Париже, чтобы это было дорого, да. Можно Да, в пригороде Париже это Парижа, будет, да, недалеко. мы могли бы в В пригороде Парижа. тихом, да, спокойном месте. Чтобы этот культурный центр, даже если сегодня люди подумают, что чисто этот культурный центр будет принадлежать только мне, нет, в культурном центре, кроме выставок, которые проходят наши, будут поминальные встречи, которые будем почитать наших погибших. Ну и Также с диаспорой ингушей, семьи, которые проводят свои свадьбы, которые платят деньги, снимают залы у других, могли бы это тоже проводить в своем же, нашем же культурном центре Ну вот республики. самый яркий пример, смотри, мы с тобой вместе были в штаб-квартире ЮНЕСКО здесь в Париже. Да, То есть это были. Центр мировых культур. На мероприятии от Азербайджана, да, Да. как у них было красиво все организовано, зал, гости, приглашена музыка, да, там люди познакомились чуть-чуть с азербайджанской культурой, послушали там президента, их ассоциации, да. Азербайджан можно уважать тем, что они вот в этом плане, Да. я не знаю, внутреннюю Как систему, но единые они. То но есть то, они что они продвигают имеют- интерес Азербайджана да, вот в мире. государство вот, Азербайджана во Франции, я не знаю, в других странах, что они делают, прямо рядом с Эйфелевой башней они снимают свой культурный центр. 3000 квадратных 3000 метров. квадратных Я там, метров. да, Это заметил. уже как бы уважение. Турецкие ассоциации, можно сказать, в каждом городе, их много, да, согласен, но они почти в каждом городе снимают, строят свои культурные Да. центры. У всех, у арабов есть. Единственное, как бы Ингушия остается в стороне. Да. Да, у нас есть культурный центр, на документах юридические. Нет, у нас-то, конечно, от России есть российский культурный центр Но здесь, это да, но российский, у нас вот там много народов. Это какой культурный центр ты имеешь в виду? Но у нас то, что у нас есть культурный центр, на документах. Ассоциация Галаглиги? Да, Галгалиги. Я говорю, поэтому и говорю, что у нас есть культурный центр. Ходят слухи, что есть культурный центр, но... Ну да, я тоже слышал слова, мне тоже говорят, Хорошо, я тебе что в задам Париже этот вопрос. есть. Да. Мне стали после того, как я озвучил про вашу ассоциацию, именно твою, да, как руководителя, мне стали писать подписчики, что есть культурный центр Исы Бокова в Париже, который работает профессором в Сорбонне. И почему я типа обманул людей, говоря о том, что нет такого. Что значит для меня есть? Вот я сюда приехал, да, я про Ингушетию говорю 6,5 лет. Я хочу прийти в этот культурный центр. То есть хоть Да, определенное если здание, если адрес, я узнаю, место. где этот адрес Да. культурного Чтоб центра, снять, показать. я бы с тобой сам пошел бы, показал нет. бы его. Ну его нет. Я Он даже- есть я- юридический адрес, но фактически где он находится? Нет. Я его не знаю, я даже не слышал, что он есть даже. Да, я знаю, что Иса Боков занимается своей деятельностью, да, у него есть какие-то свои работы, но про культурный центр именно вот его нету. Ну вот я... Но, насколько я удивился. знаю, нету. И многие думают, как нет, говорит. Все говорят, что во Франции есть. И я сам в шоке Но был. хотя бы сказали бы, где он Ну находится, да, если по он сути, есть. его нет. Я вот вчера Поэтому- выяснил, когда мы ходили в русский православный храм, да, это тоже русский духовный культурный центр, да. духовный центр, где как раз так же дети могут и взрослым преподавать русский язык, там, кто хочет познакомиться с православием, и, возможно, его принять, то же самое там Святой Отец, точнее, У отцы меня вот это занимаются. одна проблема, которую я А у вот вас такого озвучиваю, хотел бы донести до людей. Пожалуйста, люди добрые, земляки, не земляки, запомните одно. Ассоциация Галгалиги во Франции, которой руковожу я, Михаил Костоев, не подчиняется никаким ассоциациям, никаким внешним факторам, никаким другим каким-то политическим или религиозным ассоциациям. Мы не подчиняемся никому. Мы работаем только сами на своем, как бы сказать, энтузиазме, на своих добрых чувствах, как бы сказать, для блага. Говоря мы, ты имеешь в виду узкий Мы круг? — это узкий круг, круг, очень да. маленькая команда,
которые мы совместно. У меня, можно сказать, на пальцах можно пересчитать, сколько человек меня поддерживает. Предлагают идеи, за которые решение выносишь только ты. Да, мне предлагают идеи. Но когда мне говорят, что ты должен, я не должен. Всем, кому я должен, я простил. Я делаю то, что меня никто не заставил, меня никто не поставил, меня никто не заплатил, Ну, то есть чтобы я это этого жест делал. доброй воли твоей. Да, это я вот духовно, как бы сказать, от души сам решил этим заняться. Естественно, нашел несколько человек, которые меня поддерживают, чем могут. Да, эти люди тоже не являются миллионерами, чтобы меня поддерживать, как бы финансово, материально. И мы делаем все это, можно сказать, как бы сказать, из мусора все начали начинать. И еще я все-таки хочу добавить, я понимаю, что сейчас некоторым это не понравится, особенно тем, кто, сами знаете, по каким обстоятельствам уехал, ну, со специальной военной операции, с февраля уехали из России. Кто-то уехал молча, а кто-то сбежал. И я таких людей презираю, они предатели. Так вот, я тут знаю, после того, как я сюда приехал, тебе уже стали писать, зачем он меня здесь встретил, а зачем он проявил свое гостеприимство, а он там за Россию. Ну, я просто хочу это добавить. Я не лезу ни в какие дела политические. Кто занимается политикой, я же к ним не лезу. Пусть занимаются. Вот. Но не надо мне навязывать, и я же тем более не навязываю. Микаил и его здесь небольшая команда, они тоже за Россию, потому что они не плюют в колодец, из которого пили, они не кусают руку, с которой ели. У них дети, их женить нужно на ингушках. Вот я с сыном вчера с твоим разговаривал, я говорю, ты жену возьмешь француженку? Вот даже супер богатый семья сказал, нет, я супер бедная возьму, ну, ингушку. То есть и он еще хочет жить обратно в Ингушетию, хочет поехать. Хотя здесь, в принципе, у вас все хорошо. Другой сын в Сорбоне у тебя учится. Казалось бы, куда выше прыгать еще. Они домой хотят, на родину. Это им возвращаться. То есть я не понимаю, зачем вот ведутся вот эти провокации. Да? Я тоже не знаю. Поэтому я в начале ролика подчеркнул, что нужен такой культурный центр. Нужен, чтобы обязательно нужен. ну как-то остерегать людей. Молодежь О их особенно. безопасности, да. Давать информацию, как, где, что. Потому что когда нам тоже вот предлагали, были такие моменты, предлагали объединиться с другими ассоциациями, предлагали вступить в политику. Но, ребята, я выбрал свой путь. Это культурный, гуманитарный путь, только вот это. Главное слово культура. Да, Вот. я не навязываю. Вот кто есть, я знаю, что занимается политикой, но, пожалуйста, занимайтесь своим делом. Как бы, если вы на благо народа, я всегда говорю, если это политические ассоциации занимаются на благо народа, я вам желаю только удачи. Микаил, я здесь просто еще подчеркну, твоя задача и твоей ассоциации, да, с ребятами продвигать культурные Почему интересы я ингушей. встретил Артема? Почему я его встретил? Ну, захотел я его встретить, я и встретил. Я приглашаю того, кого захотел. Я же не навязываю его вам, или любить его, или уважать. да. Ну, не хотите, не любите, пожалуйста. Так дело не в том, не в Артеме, дело во всех. Я хожу и в другие посольства, и в российское посольство, потому что эти проекты ведутся так. И в ЮНЕСКО хожу, и по приглашениям. На мой взгляд, Микаил, задача вашего культурного центра объединять ингушей здесь, во Франции, соответственно, да, помогать им двигаться здесь, Да, хотя бы давать правильную информацию. избегая любой радикализм, чтобы и вас не подставлять, и Ингушетию, и всю Россию, в конце концов. Ну и самое главное, продвигать культурные интересы, нарабатывать связи. Вот мне очень понравилось в ЮНЕСКО. У вас есть башни, да, средневековые в горах. У нас находится на территории России, в Ингушетии, самый древний храм Тхаба-Ерды 8 века. То есть такие вещи должны охраняться ЮНЕСКО, и, соответственно, мы должны как-то сделать все возможное, чтобы... Элементарно, чтобы ЮНЕСКО охранял, надо знать, что есть такой народ. Да, чтобы узнали, Да. была узнаваемость. Поэтому Вот надо- чеченцев знают все. Вот Да. кого бы я тут не По спросил. да. каким-то причинам их узнали, да. А Да, вас всё плохо. мало. А про нас, когда мы говорим, да, сейчас уже, когда я хожу, начал ходить во многие места, естественно, узнают. Да, Том- расскажи про мэра, который приходил на Да, твое мэр города, мероприятие. вот Сержи 95-го департамента, вот он дважды был, уже на третий раз, когда приходит, он уже говорит, у меня еще сохранилась твоя башня, которую ты мне подарил. Понимаете, вот такие люди, которые раньше, когда мы первый раз пришли в администрацию города, говорили, что извините, они извинялись, что они не знают, есть ли такой народ, но сегодня-то они знают. По истечении 3 года, они еще даже после этого начали сами интересоваться в интернетах, копать, что, как, чему. И удивлялись. Мы типа никогда не знали про такой народ, но оказывается, есть у вас такая культура, и удивлялись. Еще у меня вопрос. Я здесь не заметил, после всего, что я тут узнал, касаемо конкретно темы Ингушетии и мигрантов ингушей здесь во Франции, нет единства вообще.
В чем проблема? Вот почему... Почему, извини, мы с Алией, да, это независимый журналист Казахстана, Да, вы можете на моем канале посмотреть уже с ней интервью, почему вот Алия правильно почему в Казахстане, казахи, ингуши, там чеченцы, русские, поляки, все вот так вместе молодцы, а вы особенно там, ингуши за ингушей держатся, когда-то, да, они делили один кусок хлеба на все народы. Почему здесь вроде должны друг за друга держаться, и у вас столько разногласий? Кто-то хочет над кем-то доминировать, Вот стоять это у нас выше. очень сильно почему-то. Вот почему-то вот хотят все время, вот как правильно подчеркнул, доминировать, командовать, управлять, говорить, что мы главные, мы старшие. Как я вот подчеркнул, мы никому не подчиняемся, мы организуем мероприятия, мы делаем то, что мы можем. Но почему-то нам еще указывают, что мы что-то правильно сделали или неправильно сделали. Так делайте вы тоже. Ну мы да. сделали то, что мы могли, а вы сделаете то, что вы можете. А если есть возможность помочь, то почему нельзя помочь? Надо Да. прийти и попросить, а не говорить, что ты будешь это говорить, ты будешь вот с этими общаться, потому что, как мы уже говорили, очень много радикальных движений. Одно я называть не буду, оно находится в Турции, Да, оно да. запрещено на территории Российской Федерации, они мне угрожали и так далее. И я знаю, что они там пытались как-то выйти там на тебя и так далее. С такими людьми мне здесь общаться нельзя, это запрещено законом России. Хоть я сейчас и во Франции, но я живу в России и так далее. И я хочу к ним обратиться. Даже не пытайтесь сделать так, чтобы целостность Российской Федерации, ну, как-то вот нарушилась. Вам светит 20 лет лишения свободы. Я человек, который выступает за целостность Российской Федерации, и все люди, которые вокруг меня сейчас здесь находятся, в том числе Микаил, тоже за целостность Российской Федерации, за то, чтобы Ингушетия была в составе России. Вы не захотели жить в Ингушетии, вы собрали свои вещи, вы уехали. Живите жизнью Турции, Франции, Бельгии, Германии, любой другой страны. Оставьте уже ингушей в покое. У нас своих проблем хватает, которые мы будем сами решать. Лучше вот как Микаил, открывайте культурные центры, продвигайте интересы ингушей, знакомьте народы разные, да, европейских государств, любого другого государства с вашей культурой уникальной. Кто такие ингуши, должны узнавать все больше и больше, да. И заодно вы поднимаете уровень, выводите России, что Россия это не русские, как многие считают. Россия Это многонациональное, государство, многоконфессиональное государство. Хотя вот эти ассоциации, которые вот занимаются политическими, честно, мы к ним и даже не лезем, и они к нам, мы попросили их к нам не лезть. И вообще их И подальше то, надо что, держать от себя. То, что если они там что-то занимаются, я просто не понимаю, почему надо что-то кому-то навязывать. Мы-то свое не навязываем, мы вот взяли свой путь, идем спокойно. Ну, правда, вот я не знаю даже, как посредники эти разговоры еще доносят и до них, и до нас. Вот это тоже бывает обидно. Но самое главное, они знают, что я здесь нахожусь, они знают, что я поддерживаю Путина, а я во Франции сижу здесь в кафе, да, я патриот своей страны, и как раз в этом заключается мой патриотизм, налаживать мосты, да, и в России между народами, и здесь. Помимо ингушей, я с казахами здесь пообщался, с азербайджанцами, хотя у нас тоже есть конфликты, обиды какие-то, да, из-за ситуации. Но моя задача не разделить, объединить. Мы же по культурной части Да, встречаемся. и самое главное, нас политику. русский язык объединяет. Вот сегодня Говорить на из-за русском языке, это по-любому. ситуация тяжелая, в мире прессуют и так далее. Я здесь за этим. А вот это вот все, что не лезь, не делай, вы бы лучше так помогали. Вы бы лучше позвонили Микаилу и спросили: Микаил, вот мы знаем, у тебя есть ассоциация, что тебе нужно для продвижения, да, интересов Да, много чего надо. Ингушетии? Чисто материально, я, если на что говорю, что мне финансы У тебя нужны, в гараже хранятся, да, вот все мои вещи хранятся вещи, в гараже, экспонаты. в комнате, под кроватью, где я сплю, потому что в ящиках, где Так как, не должно где быть. получается. Там вот кувшины я увидел, картины могут отсыреть и так далее. Это денег стоит. Башни эти стоят в темном подвальном помещении. Ну, гараж, он и в Африке да, гараж. гараж, да. что делать? А должно стоять в нормальном здании, да, то есть в месте фактическом, юридическом. А они вот занимаются провокациями, разделениями, делай, не делай, будешь так, не так. Если так делать не будешь, значит, как я понял. Ну, если ко мне Не даже будем с тобой общаться. на выставку, если придут 2 человека, а 2 человека я даже своих детей могу туда привезти, выставки будут проходить. Дело каждого, приходить или не приходить. Я никого не заставляю. Я делаю объявления, публикую их на всех соцсетях, где могу, раскидываю по WhatsApp-группам даже, пытаюсь. И говорю, дело за каждым человеком, он сам выбирает. Надо ему принять участие в культурном выставке или тех же поминальных мероприятиях наших погибших. Ну вот, например, сейчас приближается очередная Октябрь, годовщина
Октябрьская. Октябрьского конфликта. Нет, Октябрьских давай будем событий. называть, да, вещи своими именами. Черная осень. Черная осень. Это 90-го абсолютно года. законно. Есть закон о реабилитации репрессированных народов, есть мероприятие, которое согласовано с государством. Да, также я И- хотел сказать, что мы не призываем манифестом выйти на улицу, кричать там не против нужно. того этого. Ну да. Мы призываем, мы проводим мероприятие только память жертв погибшим на тот момент. Да, ну это Да, что это- ингуш, да, по-другому мы как никак. это- ингуши, у нас очень много, к сожалению, были погибшие. Вот мы чисто проводим эти вечера. И я здесь для чего тоже? И вот Для- это хотел подчеркнуть. Если вот человек ко мне в гости приезжает, но если не хотите, не принимайте к себе гостей. Я принимаю гостя того, кого хочу. Приехал человек ко мне в гости. И тебя все равно продолжают учить и давать советы, Да. кого тебя встречать, кого провожать, с кем чай пить и кого домой к себе звать. Ну, в моем да? доме я лучше сам скажу, кого встречать, кого не встречать. Я не лезу в чужие дома, никому не навязываю. Мой гость – это мой гость. У нас Пожалуйста, не будем об Да, этом а обсуждать, говорить. Михаил очень гостеприимный, и вы в предыдущих роликах могли увидеть, как я побывал у него в гостях, какой был у нас вкусный обед. За кадром у нас сейчас находится Магомед Миржоев, он ингуш, который переехал 15 лет тому назад сюда, во Францию, который тоже испытывал разные проблемы. Мы о них не будем рассказывать, потому что мы все-таки за дружбу. Я многое узнал, и я, если честно, разочаровался, что нет у вас единства не только между ингушами, но еще и вашим сожалению. братским народом. И это очень странно. И вот мне бы как-то хотелось, чтобы это прекратилось уже раз и навсегда. Повторюсь, вот ингуши, чеченцы, ваши предки один кусок хлеба делили. Благодаря этому Нам бы единству... между собой сначала наладили Да, ну вот отношения. в любом случае, это Среди ингушей, я благодаря говорю, для единству вы выжили. И вот ты здесь сидишь, да? Я хочу также подчеркнуть, что в ассоциации у меня также официально зарегистрировано несколько человек чеченцев. И когда мне говорят, что ты не вешаешь там флаг, ты не поддерживаешь. Ребята, я во не должен Франции. проводить мероприятия, которые принадлежат другому народу, хоть и братскому, да, соседним народам. Я провожу мероприятия, связанные с ингушским. А Это вас, правильно. естественно, я приглашаю. Видите объявление, пожалуйста, можете приходить. Особенно наша как бы общая проблема, дата была всегда вот 23 февраля. Да. Поэтому чеченцы всегда присутствуют на наших мероприятиях. Вот, пожалуйста, вот эти националистические вопросы уберите. Я не вот по к теме. этому и клонил, чтобы прекратили ругаться, А ссориться. так ассоциация, да, она ингушская, Выяснять руководитель отношения. ингуши, управляет ингуши, да, в этом да. Вот это. Так что вот как бы вот эти вопросы. А я заговорил про Магомеда, который должен попасть сейчас в кадр. И тебе есть что сказать просто? Добавить? Надеюсь, меня видно. Я всех приветствую. Я Магомед, в интернете меня многие знают как Лорс. Наверное, видели. Помощник Михаила. Все видео, которые вы видите, в основном все видео, которые вы видите на канале Ассоциации Аллах Ликви, снимаю, редактирую я. Поэтому меня в кадре не бывает, я бываю за камерой. Речь идет сейчас об ассоциации. Ассоциация Аллах Ликви в основном делается для того, чтобы, я вам немного деталей расскажу, чтобы не затягивать, делается для того, чтобы помогать ингушам, которые приезжают, чтобы они не стали на радикальный путь, делается для того, чтобы помогать им адаптироваться, находить работу. Это не оказание помощи деньгами, это оказание помощи информацией в основном. Это один вопрос. Второй вопрос. Возникает вопрос, что есть ингушские ассоциации, ингушские движения во Франции, что ингуши очень там делают так-то, сяк-то. За проживание 15 лет на территории Франции до открытия ассоциации Аллах Ликви, где является руководитель Михаил Костоев, и я не видел такого, чтобы ингуши встречались или там проводили какие-то мероприятия, выставки. Да, бывали публикации в интернете, бывали, что кто-то там пойдет в Дом культуры или там в посольстве, где-то там поставит картины, там делает свои выставки, куда никого из ингушей не приглашают. И такие моменты бывали. Мы видим публикации, но не можем. Это то же самое, что про лампочку говорить, висит груша, нельзя скушать. То есть есть какие-то
Там 5 лет один раз какое-то мероприятие, куда человек может взять фотографии, закинуть, публикацию закинуть, но ты не можешь его на живую эти места увидеть, там присутствовать. То есть была другая ассоциация, которая начала работать. Я вам сейчас расскажу один момент, чем отличается ассоциация Алой Лиги от других ассоциаций. Была ассоциация, которая начала какие-то движения делать, они собрали там молодежь, делали один раз пикник, но на самом разгаре, короче, он потух. То есть у них пропало желание продолжать работу, так как мы знаем, что работать усердно и продолжительно нужно терпение, и как мы видим, что человек тратится из своего кармана. Тоже, да, мы также подчеркнем момент, что люди приходят, делают пожертвования, но это после того, как он закупил все, как он все сделал, поставил, не ожидая от этих людей, что они возмещают ему его ущерб, который там был. То есть это мы даже не назовем ущербом, это как благотворительные действия Микаила. Он, не ожидая в ответ что-то, все это делает, но находятся люди, которые хоть частично ему это восстанавливают. То есть в основном случае даже бывает, что если половина хотя бы восстановится, это как бы счастливый момент бывает. Чем отличается ассоциация Алой Лиги от других ассоциаций? Тем, что руководитель ассоциации Микаил Костоев, он создал ассоциацию сам, он сделал все сам, то есть пока он устал, составлял, все делал, пока он все организовывал, и получилось так, что не было таких голосований, можно ли создавать ассоциацию, нужно ли ее создавать. Пока она не была одобрена мэрией и префектурой, даже огласовки про это не было. Это один момент. Второй момент. Другие ассоциации отличаются тем, что руководителей выбирают, руководителей надо переизбирать, и в то же время всегда несогласие происходит среди этих ассоциаций, как мы видим. То есть всегда там переизбрание руководителя, там это, то есть когда приходит новый человек, там все, то есть порядка не бывает. Микаил делает все, то есть слушается людей, принимает полезные советы, хорошие советы, вносит изменения в свои программы, дополняет свои программы, всегда расширяет возможности ассоциации, и в то же время он остается руководителем ассоциации, которого не надо переизбирать. И это делает как бы ассоциацию отличающейся от других ассоциаций. И это мы сегодня видим. То есть люди, которые голосуют, там кого-то выбирают. В первую очередь я бы хотел вот заявить ингушам. Когда мы людей выбираем, я много этих моментов увидел, когда мы людей выбираем на какую-то должность, то есть руководитель ассоциации, вот на других ассоциациях, нам надо некоторые моменты учитывать. У нас бывает такое, что авторитетный он, либо там его люди слушаются, нет. В первую очередь должны смотреть на знания, должны смотреть на его способности. Есть очень много моментов, на которые мы должны внимание обращать. То есть из-за его авторитета, либо из-за того, что его люди знают, выбирать человека нельзя. Надо человека выбирать того, кто умеет вести дела и кто способен улучшать культуру ингушей, в лучшую сторону продвигать ее. Так что такие дела. Я чуть затянул разговор, и спасибо, что послушались. Тем, кто приходит на культурные мероприятия, выставки, вам тоже спасибо. И тем, кто за пределы Европы смотрят эти ролики, поддерживают, пишут добротные комментарии, вам тоже спасибо. И, естественно, Артему, который приехал и заговорил про эту тему, тоже большая благодарность, спасибо. И от меня большое спасибо, Баркал, за приглашение. И на этой ноте Я просто добавлю. мы будем прощаться. Подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, делитесь своим мнением об услышанном.
И если вы хотите связаться с Микаилом Костоевым, я оставлю. И вот на такой доброй, позитивной ноте я хотел бы завершить этот выпуск и поблагодарить еще раз Микаила Костоева, Магомеда Миржоева и Магомеда, который не является ингушом, и у которого тоже есть, так сказать, уважение к Ингушетии, да, так как он с тобой дружит, чем-то по жизни тебе помогает в любом случае, он азербайджанец. И я бы тоже хотел подчеркнуть о мире России и Азербайджана, несмотря на все проблемы. Мы за мир, мы за обмен культурными ценностями, мы за то, чтобы мы приезжать друг к другу в гости, несмотря на сложную политическую обстановку. Также я хочу пожелать, чтобы твоя ассоциация, да, с ребятами здесь развивалась, шла вперед, чем можем, тем поможем. Если у вас есть возможность чем-то поддержать, либо вы хотите связаться напрямую с Микаилом, я оставлю все ссылки на твой Инстаграм. Инстаграм. Да, а дальше там тебе напишут. Если будут спрашивать номер телефона, то можете сделать запрос на мой электронный ящик, и я его отправлю, потому что в публичку телефон лучше не оставлять. Ну, хотя, у тебя их два, я могу какой-то рабочий оставить. Номер ассоциации можно оставлять. Да. Я еще раз благодарен за то, что именно твоя ассоциация здесь не топит против России. Я это заметил. Это очень хорошо, и это очень благородно. Мы не являемся политическим, мы являемся просто сейчас всё в жителями политику. Республики Да. Ингушетии. Ну, это часть Поэтому, России, ну, да. Так как республика состоит. Это, Ингушетии. а другие топят, поэтому я разочаровался. Ты видишь, что они делают здесь? Вот. А мы с другими не общаемся. Мы, повторюсь, за что? За мир, за продвижение российских культурных ценностей. И мы же многонациональные. Я вот русский мир представляю, ты ингушский мир, но у нас объединяет одна семья под названием Россия, как ни крути. Путин наш президент, и только дурачок будет. Я же про Макрона ничего не говорю. Да, да, И так далее, да. Они сами решат. Пусть Путин с Макроном решает свои вопросы сами. Да. У нас есть своя жизнь, своя линейка, и, так сказать, я человек культуры, ты тоже. Вот. И я бы хотел, чтобы про Ингушей узнало побольше людей. Хотя никогда этим делом раньше не занимался, не интересовался. Но так получилось, что вот, я думал, что вот начну действие ассоциации, передам ее молодым, но пока еще некому передать, но все впереди, как бы идем вперед. Да, поэтому все будет. Главное не опускать руки в эти сложные времена. Не забудьте подписаться, поддержать меня лайком, делитесь своим мнением внизу в комментариях. Меня по-прежнему зовут Артем, Микаил Костоев, Магомед Миржоев. Это было мое небольшое путешествие по Франции. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока. Take that out.